Ассаляму алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Ачехлав» и я ее ведущая Эльвина Меметова. Весь мир – театр. Известная цитата великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира. С этим выражением не поспоришь, его только подтвердишь. И действительно, театр – это яркий, многогранный мир. В 2019 году нас с вами ожидает очень много интересных спектаклей, ведь наступивший год официально назван Годом театра. По этому случаю у нас сегодня в гостях директор Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра Меджиде Мульгазиева. Селям алейкум, хош келдіңіз. Мы знаем, что история становления нашего Крымско-Татарского театра, она непростая и долгая. А со времен Возрождения, после депортации, скажите, какие изменения ощутил на себе театр? Как он сегодня развивается? Крымско-Татарский государственный академический музыкально-драматический театр – это единственный в мире театр. Ну, представители нашего крымско-татарского народа проживают во многих странах. Это и Америка, это и Германия, это и Турция, и в Канаде живут крымские татары. И традиции нашего театра ведут с начала 14-15 столетия Крымского ханства. Но в 1901 году было открыто здание нашего стационарного театра. В период с 1922 по 1937 год театралы называют этот период эпохой крымско-татарского ренессанса, потому что очень много было внесено в театральное искусство крымских татар. Ну, а и история, конечно, неразрывно она связана с трагической судьбой нашего народа. И во время депортации в 1944 году, так получилось, что театр прекратил свое существование. Ну, а в 1989 году уже в Крыму, на родной своей земле, возродился национальный наш крымско-татарский театр, который принес такой большой всплеск, плодотворно очень работал. И в развитие крымско-татарского искусства, я так думаю, что принес очень большой вклад. Вот. В 2002 году театру было присвоено очень высокое звание академического театра. Вот. А уже в июне 2019 года наш театр планирует, будем так говорить, празднование, чествовать будет театр 30-летие со дня возрождения Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Мы говорим о этом с гордостью. Замечательно. За последние месяцы какие самые знаковые события происходили у вас в театре? Ну вот, начиная с сентября месяца, да, прошли большие гастроли в городе Оренбурге. Представлялся спектакль «Женитьба», прошли аншлаговые спектакли. Можем видеть, да, на экране? Да, пожалуйста, вот это конференция по большим гастролям. Затем вот небольшие такие фрагментики, фотофрагменты из спектакля. Спектакль прошел под большим впечатлением для зрителей, будем так говорить, так же, как для наших артистов. Затем была творческая встреча, посвященная очень выдающемуся хореографу Акиму Джемилеву. Столетие отмечал наш театр. Тоже прошел с большим таким размахом, да. И гости были, и танцы, и песни. Одним словом, я так думаю, что это мероприятие тоже прошло на большом высоком уровне. Вот. Ну и, конечно, не могу не отметить наши премьеры. Это наша гордость, будем говорить, потому что... Они все собирают аншлаг. Они все собирают аншлаг. Они подготовлены художественным руководителем, очень молодым художественным руководителем. Это его первые режиссерские работы, можно так сказать. Это наш Эльдар Джелилов. Джелилов приготовил «Хош-Сефа» концертная программа, живой звук, новые песни, новые танцы. Абсолютно программа
легкая, впечатляет своей легкостью именно эта программа. И, конечно же, «Баш я за сынко скорер» – музыкальная комедия. Отлично, замечательно. И в новом году, мы знаем, у вас будет очень много всего интересного, но об этом немножко, наверное, позже, да, мы с вами Да, поговорим. я так думаю, что да. Все-таки хотелось бы затронуть, какие вы основные цели и задачи ставите перед собой в новом, 2019 году. Ну, целью деятельности театра является всегда формирование и удовлетворение потребностей нашего зрителя. Все спектакли, все концерты, любые мероприятия, которые готовятся в стенах этого нашего театра, это, конечно же, то, что хотел бы видеть зритель. Чтобы это было интересно, чтобы это было интересно как младшему поколению, так и старшему. Потому что наш потенциальный зритель, он растет с наших малышей. Соответственно, наши цели и задачи целенаправленно мы работаем на то, чтобы удовлетворить потребность нашего зрителя. Ну скажите, а в рамках года театра какие мероприятия будут запланированы именно в Крымско-Татарском театре? В рамках года театра подготовлен юбилей у нас Расиму, наш актер, выдающийся, к его 80-летию готовится юбилейный творческий вечер Расиму Юнусову. Конечно же, День работников культуры впереди ожидается. Значит, в марте у нас празднование Дней работников культуры. День театра мы не обойдем стороной. Конечно же, и День театра, это все вот март, он будет такой очень насыщенный. Путешествие в мир театра, будут такие большие программы, как для детей, так и для взрослых. Это как День открытых дверей будет для нашего зрителя. Вот. Обязательно балет мы не оставим в стороне. Будет такой день открытых дверей. Балетное зазеркалье будет называться такая вот программа. Ну, в прошлом году прошла такая акция «Ночь искусств». В этом году тоже планируется. Ну и, конечно же, премьеры концертов, премьеры спектаклей, премьеры детских сказок. Соответственно, плодотворным год обещает быть. То есть много всего увлекательного. Очень много будет всего интересного и увлекательного, конечно. Мечты Ханум, но скажите, насколько доступна цена билетов? Цена билетов, я так думаю, доступная. Премьера, она всегда немножечко, цена билетов на премьеры, она бывает высокая. Но по мере того, как спектакль проходит, прошел 3-4 показа, прошел спектакль, соответственно, цены билетов снижаются, и для всякого зрителя уже доступны будут билеты. Но учитывать надо то, что есть льготная цена билетов обязательно, поэтому льготная категория граждан, будем так говорить, она всегда учитывается, и я так думаю, двери нашего театра и для них всегда будут открыты. Я так думаю, что все наши зрители при желании могут посетить наши спектакли и концерты. Главное желание. Было бы желание. А в каких жанрах театрального искусства работает Крымско-Татарский театр? Крымско-Татарский театр – обширный такой репертуар. Это и драма, это и музыкальная комедия, это и трагикомедия, это концертные программы, которые очень любят наши зрители. Но почему-то вот никак мы не придем к тому, чтобы драмы глубокие еще воспринимают тяжело крымско-татарский народ, потому что, может быть, слишком много пережил, может быть, сегодня уже все-таки хочется больше легкого жанра. Это чтобы была музыкальная комедия, где человек пришел, расслабился, отдохнул, получил массу эмоций таких легких, там, где может человек просто отдохнуть. И душой, и сердцем, будем так говорить. Это концерты очень любят, поэтому большей частью трагедии мы не ставим, потому что все-таки потребность больше в комедиях,
в концертах. Чтобы прийти расслабиться, повеселиться, Да, прийти расслабиться и получить получить положительные эмоции. Да. Ваша театральная семья, она как относится к экспериментам в творчестве? Или же все-таки придерживаетесь традиций? Ну, нет, и традиции придерживаемся, и все-таки эксперимент у нас в этом году будет. Мы будем пробовать, я уже сказала, моноспектакль. Это театр одного актера. Такого в нашем театре еще не было. Это будет впервые. Этот спектакль будет работаться в малом зале на количество человек всего 70 посадочных мест. Это когда актер работает непосредственно со зрителем, то есть он ходит по залу, он общается вот глаза в глаза, он видит такой, эмоции зрителя. Это контакт очень тесный со зрителем, потому что в большом зале этого достигнуть невозможно. Ну, я думаю, что это уже эксперимент, даже для меня будет очень интересный. Не терпится посмотреть, не терпится, правда, это так. Что, будем тогда ждать обязательно? Будем ждать, конечно. Мечиды Ханум, мы действительно гордимся, что у нас в Крыму есть такой национальный крымско-татарский театр. Вы в первую очередь развиваете и культуру, и также наш красивый язык. В рамках этой программы мы тоже обучаем наших телезрителей крымско-татарскому. И сейчас предлагаю посмотреть небольшую рубрику, где мы для наших зрителей подготовили новые слова и выражения. Мерабанус, урметли телесерджилеры, здравствуйте, дорогие телезрители! С развитием информационных технологий люди стали забывать, что такое настоящее искусство, которое объединяет и кино, и живопись, и литературу, и музыку. И как вы поняли, в сегодняшнем выпуске Анатолия мы поговорим о театре. Театр берет свое начало еще в античности, и до сих пор этот вид искусства не теряет своей актуальности. Кстати, если вы помните, то искусство на крымско-татарском – сонат, а вот театр звучит аналогично – театр. Крымско-татарский театр имеет свою давнюю историю. Театральное искусство было довольно развито в период Крымского ханства. Начиналось все с театра кукол «Карагёз», а после перешло в настоящие постановки с актерами. Постановка «Саналаштыруф», «Саналаштырма», «Санага Хоюф», театр кукол, «Кухла театра». Театры существовали в разных городах Крыма. Первый театр, в котором ставятся просветительские спектакли с участием женщин, открылся в Бахчисарае в октябре в 1901 году. Это было необычно для тех лет, когда выступали только мужчины. Выступить Чакашта Буланмах. В представлении многих театр – это красочные действия, декорации, бархатный занавес и, конечно, герои. Герои положительные и отрицательные. Действие в данном контексте переводится как «перде» или «арекет». Занавес звучит также «перде», а вот герой – «караман». Мы идем в театр за эмоциями, восхититься или возмутиться поступками героев на сцене. Если вы помните, сцена на крымско-татарском «сана». Зрелище или темаша передают зрителю чувства, идею, мысли автора. Поэтому театр – это искусство, которое учится переживать и дарит самые яркие впечатления, или те-сурат, те-сэр. Ну что ж, на этом все, дорогие телезрители. Надеемся, сегодняшний выпуск Анатолия был для вас полезным и интересным. До скорой встречи, Эликлерде Коришейк. — 2019 год в стране официально объявлен годом театра. И сегодня мы в этой студии говорим о деятельности и развитии нашего крымско-татарского театра. Мечиды Ханум, давайте вспомним историю. Там есть такой очень важный факт того, что в период Крымского ханства театральное искусство оно было развито на достойном уровне. Скажите, сегодня в Крыму насколько популярны театры?
Театры очень популярны. На сегодняшний день, если залы как минимум 70% аншлаговые, будем так говорить, 70% зала, заполняемость, это говорит о том, что очень активно сегодня наши зрители посещают театры. Это говорит о том, что это им интересно. Значит, театр работает на высоком уровне театральном, будем так говорить, профессиональном. Это интересно. Но если было бы неинтересно, захватывающе, если бы было неинтересно, ну просто посещаемости не было бы. А там, потому как и отзывы очень интересные самих зрителей, ну, часто вот ваш телеканал приходит, снимает интервью какое-то. Наверное, самая главная обратная связь, да? Ну, конечно, конечно. Отработал... Понимаете, получается, первая часть – отработан спектакль или концерт, вторая часть – эмоции зрителя, а как они реагируют. А было ли это интересно? Вот для меня бывает очень интересно выйти и послушать эмоции зрителей, когда они уже вышли из просмотра. Вот они вышли, еще что-то рассказывают, еще что-то обсуждают. Если это какая-то комедийная была пьеса, они продолжают еще жить, они еще продолжают жить этим спектаклем или концертом. Это большой плюс нашим актерам, нашим режиссерам и нашим костюмерам. Это все цеха, которые работают на то, чтобы это случилось, просто большая благодарность. А насколько востребованы и необходимы такие постановки на крымско-татарском языке? Поднимает ли это патриотический дух у своего зрителя? Это обязательно поднимает патриотический дух, потому что наши спектакли, если это тем более фольклорный наш спектакль, да, допустим, вот, традиции нашего народа в наших спектаклях можно показать только на крымско-татарском языке. Это вот лично мое мнение. Безусловно. Потому что очень много нюансов бывает, непереводимых на русский язык, понимаете? Оно звучит Юмор совершенно. тот же. Юмор, он звучит на крымско-татарском языке абсолютно, ну, настолько индивидуальный наш язык. Я так думаю, что по-другому быть не может. Конечно, на крымско-татарском языке. И хочу добавить, мы планируем в этом году хотя бы через субботу для наших детей показывать на крымско-татарском языке, пусть это будут сказки, пусть это будут какие-то концерты детские, но будем стараться вот работать еще на маленького зрителя, чтобы это были экскурсии семейные, чтобы вот папа, мама взяли своих детей и пришли в театр, чтобы это была семейная экскурсия в театр. Это просто надо внедрить, приучить, ну, чтобы наш зритель понимал, что мы работаем не только на взрослого зрителя, но еще и на малышей, на наших. То есть, наверное, потому еще что и... это наш потенциальный зритель, тот, который будет вот расти от малого и до большого спектакля. И мне кажется, даже это в обучающем контексте. Конечно, это вот где будет обучающий контекст нашего родного крымско-татарского языка. Замечательно, как по мне. Очень хорошая идея. Надеюсь, у вас все получится. Мы планируем. И еще такая есть мысль интересная, и думаю, будем мы над ней работать. Поначалу это не будет студия детская, это будет, может быть, просто кружок при крымско-татарском театре. Тоже планируем какую-то такую начать растить свои кадры уже в стенах нашего театра. Достойная идея, Мечида Ханум. Ну а расскажите нам про ваш такой гениальный профессиональный коллектив. Какой актерский состав? Актерский состав у нас с гордостью буду говорить, сегодня в театре вообще 136 человек работает. Это большой коллектив. Во благо народа. Во благо народа, да.
Есть и профессионалы, те, которые работали раньше, но сегодня у нас еще и добавились новые кадры. Ну, давайте так, для начала. И Алия Тимиркаяева у нас заслуженная артистка Украины, работает сегодня, будем так говорить, она для молодых наших актеров своего рода мастер-класс может дать, потому что все равно молодые наши актеры, они равняются на тех, кто уже все-таки профессионально работают, очень сильно мастера сцены, будем так говорить, хорошо работают на сцене. Мастера сценического искусства. Заслуженные артисты Крыма у нас Наджие Якубова есть, Ишреф Ягяев, Мустафа Куртмулаев. Вот. Асан Белялов, наша знаменитость, будем так говорить. Дирижер у нас очень сильный, хороший дирижер, заслуженный деятель искусств Юнус Иннанов. Поэтому как бы есть на кого равняться нашим молодым артистам, которые сегодня работают в театре. Ну вот Татарисова, Шефика, новенькая наша вокалистка, Хачатрян, Раиса у нас сегодня работают в театре. Это наши молодые специалисты, будем так говорить, которые, я так думаю, тоже внесут определенный вклад Безусловно. в наш театр и будут работать для нашего народа с большим подъемом, я так думаю, потому что это очень интересно, они с удовольствием это делают. Да, ради них стоит прийти и посмотреть какой-нибудь спектакль. Да. Но сценическое оборудование, свет, механика, не только это все обязательно, как по мне, составляющая любого спектакля. Расскажите, выделяются ли на это средства? На развитие театра выделяется сегодня очень много средств. Я просто даже вот подготовила кое-какие цифры, не могу озвучить, потому что это колоссальные цифры, которые сегодня вкладываются в наш театр. И мы очень рады, что столько внимания сегодня государством оказывается нашему поддержка театру. ощущается. Поддержка ощущается, очень сильная поддержка причем. Потому что 12 миллионов 65 тысяч 673 тысячи рублей выделено театру за счет бюджетных средств и приобретены экран светодиодный, 2 рояля, музыкальные инструменты, микрофоны, компьютеры, планшеты. Одним словом, и техническая документация ремонта кровли подготовлена. Соответственно, в этом году нам уже и починят кровлю, потому что ее просто уже срочно надо что-то... Ремонт крыши нужен, одним словом, театру. Это и техническая документация в противопожарную безопасность. И, одним словом, очень много на бюджетные средства было приобретено оборудование. Ну, спасибо, только спасибо могу сказать, потому что для театра это очень важно. Все это уже... То есть развитие дает театра... развитию театру большой шаг вперед. Ну и большое внимание, как мы Большое видим, внимание, театру да, уделяют. оказывается, внимание театру очень большое. Чтобы мы все просвещались, культурно Конечно, обогащались. конечно, конечно. Мечдаханум, ну тогда расскажите в конце нашей программы вообще, какие премьеры в новом сезоне нам стоит ожидать, вот ради чего стоит прийти обязательно в ваш театр? Немножечко повторюсь, это моноспектакль, который ожидается 22 февраля, уже дата как бы обозначена. Ну, давно очень заказной, будем так говорить, спектакль «Ахмечит Егитлера». Молодежь просто вот задает вопрос, а когда? А когда? Ну, решили в этом году, это будет уже, будем так говорить, премьера, потому что много лет был этот спектакль поставлен, работали им. Ну и сегодня многие ждут, будем воссоздавать этот спектакль. На май месяц запланирован творческий вечер или вечер памяти, наверное, так будет правильно сказано, Алиме Абдынановой посвященный. И, конечно же, не оставим, наверное, обязательно надо будет сделать творческий вечер Амедхан Султан. Я так думаю, что это тоже будет очень интересно
для нашей. Это будет или спектакль, или творческий вечер. Это уже решать режиссером, нашим художественным руководителем. Вот. Ну и, конечно же, и сказки будут, и концертные программы будут. Будет много интересного. Медида Ханум, ну что, мы тогда с нетерпением это ждем. Продолжайте и дальше дарить всей республике крымским татарам такие замечательные и удивительные постановки. Чох сагун за то, что вы сегодня пришли. Было приятно с вами пообщаться. Чох сагунс. Дорогие друзья, ну а мы вам рекомендуем как можно чаще и больше посещать наш крымско-татарский театр. Ну а сейчас мы с вами прощаемся, и в конце наша рубрика «Мудрость ислама». Приятного вам просмотра. Салахнин хаунус. Иджма. С арабского «согласие». Единодушное мнение или решение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу с точки зрения религии. Бурак. Сияющий, молниеносный. В исламе внеземное разумное существо, на котором Мухаммед совершил ночное переселение из Мекки в Иерусалим. Джинны. Духи в арабской мифологии. Отдельные от людей существа и невидимые человеческому глазу. Но несмотря на то, что люди не могут пересекать или входить в мир джиннов, джинны, наоборот, часто проникают в мир людей.